Команда пловцов совершила заплыв через Берингов пролив. Среди экстремалов был и житель Республики Саха. Заплыв, объединяющий континенты и океаны, в репортаже Стаса Михайлова. Заплыв проходил в самых северных широтах на стыке двух океанов – Северного Ледовитого и Тихого, между островами Малый Диамид США и островом Ратманово Российской Федерации в акватории Берингового пролива. Регламентированная протяженность маршрута составляла 4300 метров, хотя по факту из-за сноса течением спортсмены проплыли около 6 километров. Было очень тяжело, была погода экстремальная, течение, но мы все это дело преодолели и пересекли, получается, Берингов пролив от Малого Диамида до острова Ратманов. В российской команде в заплыве приняли участие 3 пловцов. 2 из них, Григорий Прокопчук из Якутии и Александр Брылин из Амурской области, начали готовиться к этому заплыву за год. 3-й участник, Виктор Годлевский из Камчатки, принял решение об участии буквально за несколько дней до старта. Ему выпала ответственнейшая роль спасателя команды. Именно он отвечал за жизни пловцов. Конечно, риск был очень большой, но он был просчитанный. Я сам плаваю, то есть хорошо плаваю. И на случай чего я мог просто привязаться к этой лодке, там, если надо было ребят где-то кого-то подтащить, кого-то вытащить. Но этого не случилось, потому что ребята готовились и были готовы к такому экстриму. Но все просчитать невозможно. Спортсменам пришлось столкнуться с сильнейшим течением на стыке двух океанов, борьба с которым отняла немало сил. В результате высадиться в запланированном месте не удалось. Пришлось подплывать к скалистому берегу. Остров Ратманово – это сплошные скалы. На финише мы очень сильно, конечно, побились. Тело практически все в синяках. Что у Григория, что у меня. И нас разбросало. Радиус примерно 200 метров между пловцами. Первый финишировал Григорий с результатом 1 час 57 минут. А мой результат 2 часа 17 минут. Спортсмены подчеркивают, что организовать заплыв не удалось бы без помощи правительства Республики Саха-Якутия и без помощи авиакомпании «Якутия». Во время заплыва на телах спортсменов были закреплены датчики, отслеживающие основные жизненные показатели, данные из которых будут обработаны в Якутске в Институте физико-технических проблем Севера, где будет изучаться влияние экстремально низких температур на тело человека. Стас Михайлов, НВК Саха, Хабаровск.